Самые актуальные новости дня в эфире информационной программы «Хаберлер» на телеканале «Милет». В студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте, смотрите в нашем выпуске. Ужасная трагедия на юго-востоке Франции. Теракт, унесший жизни более 80 человек. 35 миллионов рублей выделено из бюджетных средств на развитие Белогорского района. В поселке Кировское после пожара жители вынуждены дышать газами тлеющих отходов. Аномальная жара на полуострове. Как защитить себя от палящего солнца? Обо всем этом расскажут корреспонденты службы новостей. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов провел совещание с представителями муниципальных образований. Какие вопросы были обсуждены, расскажет наш корреспондент Султания Ситакаева. Главным вопросом на совещании стало обсуждение создания территориального общественного самоуправления ТОС в микрорайонах компактного проживания крымских татар. Цель – обустройство места проживания, создание и содержание инфраструктуры, решение экологических задач. Председатель Госкомната Заур Смирнов заявил, что органы ТОС могут создаваться только по инициативе населения. Мы хотим поставить перед собой задачу создать ассоциацию ТОСов республиканскую, которая уже будет коммуницировать в себя всю информацию, все проблемы на местах. И будем по таким общим вопросам, конечно же, находить единые подходы и единые решения. Как политического характера, так и экономического и социального характера. Естественно, касающихся вопросов обустройства, исполнения указа президента о реабилитации репрессированных народов. И в целом в области межнациональных отношений. На совещании заместитель главы администрации города Симферополя Тейфук Гафаров дал разъяснение о порядке создания территориального общественного самоуправления и подчеркнул, что этот орган станет хорошим механизмом коммуникации с населением. Все представители ТОСов могут участвовать в любых совещаниях, проводимых администрацией, могут принимать участие в заседаниях депутатских комитетов Симферопольского городского совета, вплоть до того, что с выступлением с правом законодательной, с правом не законодательной инициативы, но подготовить то или иное решение сессии, которое обязательно должно быть рассмотрено на уровне совета, то есть возможность определенного взаимодействия. Заместитель главы администрации города Саки Шериф Османов полностью поддержал создание территориального общественного самоуправления и заверил, что руководители города будут развивать эту организацию. В данном случае у нас в городе есть место компактного проживания, это микрорайон Амитхан Султан, где мы уже проводим работу с населением на предмет того, чтобы синициировать вопрос именно создания вот такого ТОСа в рамках границы этого микрорайона, поскольку мы понимаем, что это сегодня позволит более эффективно решать вопросы местного значения, да, конкретно социально-бытовые проблемы микрорайона, это и ВСТБО, это и дороги, освещение, установка площадок. Председатель Государственного комитета также затронул вопрос об освоении бюджетных средств на выкуп жилья реабилитированным. Начальник отдела межнациональных отношений администрации Белогорского района Мурат Языджиев рассказал, что его району выделено 35 миллионов рублей на выкуп жилья. На сегодняшний день мы с администрацией инициируем вопрос о введении квартирного учета, чтобы по 131 федеральному закону передали часть введения полномочий по введению квартирного учета непосредственно на администрацию, чтобы администрация имела право распоряжаться для приобретения данного жилья. Заур Смирнов призвал руководителей и представителей муниципалитетов активно работать с населением, вникать в проблемы жителей микрорайонов и поселков компактного проживания крымских татар. Султания Ситакаева, Умер Мустафаев, телеканал Милет. Франция погрузилась в траур. Более 80 человек погибли и более 100 пострадали из-за теракта в Ницце. Накануне поздно вечером в толпу людей, собравшихся на набережной в честь празднования Дня взятия Бастилии, врезался грузовик. Водитель специально вел машину зигзагами, затем он начал стрелять. Согласно последним данным, погибли 84 человека, среди них есть и дети. Также среди погибших и пострадавших много иностранцев, в том числе одна россиянка. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Франции в связи с этим бесчеловечным, варварским, террористическим актом. Наш народ не раз сталкивался с подобными трагедиями и глубоко переживает случившееся, сочувствует французскому народу и солидарен с ним. Преступление в Ницце, в результате которого есть погибшие и пострадавшие, в том числе среди российских граждан,
совершено с особой жестокостью и особым цинизмом. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что только объединенными усилиями можно победить терроризм. Господин президент, я прошу передать слова самого искреннего соболезнования и поддержки родным и близким погибших. Главу Республики Крым Сергея Аксенова в случае его отсутствия заменит вице-премьер Виталий Нахлупин. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте крымского правительства. Напомним, Сергей Аксенов возглавил крымский список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия». В Симферополе состоялась организационная встреча представителей ряда общественных организаций крымских татар, таких как Крым-Юрт, Инкишаф, Инициатива, Совет старейшин города Алушты, Национальное движение крымских татар, которые обсудили важные государственные и общественные вопросы. Принято главное решение – объединить всех без исключения организаций крымских татар и на принципе полного доверия, согласности и открытого, честного диалога, независимо от прежних позиций и разногласий, способствовать развитию крымско-татарского народа. На полигоне твердых бытовых отходов в поселке городского типа Кировская вспыхнул пожар. Силами муниципального унитарного предприятия «Чистота и порядок» и МЧС он был локализирован. Однако внутренний слой по сей день тлеет, тем самым мешая жителям села Авдет. В эти жаркие дни жители вынуждены дышать газами тлеющих отходов. По словам специалистов, пожар потушили еще вчера, но дым до сих пор есть. 1 гектар мусора продолжает тлеть на районной свалке. Более 120 кубов воды было использовано для тушения, но из-за ветра внутренние слои снова разгораются. Причина пожара пока неизвестна. Для нас, конечно, самый больной момент, когда заходят металлисты, так как территория полигона полностью не ограждена. И, конечно же, может быть, даже это было и поджог. То есть мы как бы не можем утверждать на сегодняшний день точно, самовозгорание это было или поджог, потому что мы знаем, что здесь периодически сюда приходят и лица без постоянного места жительства. Рядом с полигоном бытовых отходов расположено место компактного проживания крымских татар, село Авдет, в котором всего 115 домов. В этот летний зной жителям приходится дышать дымом со свалки. Дети не могут спокойно играть на улице, а взрослые вынуждены закрывать окна и двери. Дышать-то невозможно. В доме жара стоит. Задыхаемся. Во двор выйти не можем, потому что задыхаемся еще больше. Тут горит мусор. Он горит ежегодно. И не один раз. Мы здесь живем с 92-го года, 26 лет. Представляете? И вот это, наш мусор утилизируется вот таким способом. Эта свалка существует уже много лет. Со всего Кировского района сюда свозят мусор. Само существование свалки оправдано потребностями населения. Тем более село Авдет образовалось много позже свалки. Но это не оправдывает существование полигона рядом с жильем человека. И когда земельные участки получали, люди говорили: давайте нам земельные участки, тогда надо было посмотреть. Здесь Авдет построенный после существования этой свалки. Эта свалка существует и до меня еще, 50-х годов. Программа есть по работе с этой свалкой, там сортировка мусора, его захоронение этого мусора. Это сейчас на данный момент это вывозится, кучами стоит. Районный совет выделяет деньги для приобретения натуральной техники, чтобы эту свалку не от пожара к пожару тушили, а она систематически работала. На сегодняшний день огонь потушен, но проблема остается. Ведь то, что люди живут в опасной близости от все увеличивающейся свалки, остается пока неразрешенным вопросом. Луиза Мавлюталиева, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. В Крыму назначен новый министр жилищно-коммунального хозяйства. Им стал Сергей Карпов. Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку министра жилищно-коммунального хозяйства региона Александра Жданова. Одной из причин отставки является низкая реализация программ по переселению из аварийного жилья, а также низкое освоение средств. Руководитель администрации Бахчисарайского района Игорь Кныр ушел в отставку. Он подал заявление об уходе с поста главы администрации по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы администрации назначен первый заместитель Виктор Князев.
10 новых автобусов ЛиАЗ сегодня утром вышли на улицы Симферополя. По словам главы администрации города Геннадия Бахарева, уже до конца июля на городские маршруты выйдут остальные 60 автобусов. Новый пассажирский городской транспорт оборудован тахографами. В салоне установлено 8 камер. Автобусы также укомплектованы микролифтами для людей с ограниченными возможностями. Тестировать новые ЛиАЗы начали еще 12 июля, а презентовали их в декабре 2015 года. В Феодосийском музее древности открылась выставка крымского художника. В Алуште перевернулась фура с вином, а в Симферопольском районе пожарная охрана спасла урожай ячменя. О всех этих событиях смотрим в обзоре коротких новостей. Презентация персональной выставки крымского художника Николая Дорофеева состоится в субботу в Феодосийском музее древности. По данным сотрудников музея, выставка приурочена к 85-летию художника. В экспозиции будет представлено около 30 живописных полотен мастера. Выставка продолжит свою работу до 16 октября. В рамках презентации вход на выставку будет бесплатным. Фура одного из региональных партнеров «Массандра» пострадала в ДТП, которое произошло в районе автовокзала Алушты. По информации начальника отдела Сергея Банова, заводу не нанесен ущерб, поскольку ответственность за товар переходит к покупателю в момент подписания товарно-транспортной накладной. Сотрудники учреждения пожарной охраны Республики Крым спасли от огня урожай ячменя на поле в Симферопольском районе. На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании полигона бытовых отходов в селе Широкое. К месту происшествия немедленно направилось пожарное подразделение из села Новоандреевка. Крым принял более 2 миллионов туристов, что по динамике на четверть опережает показатели аналогичного периода прошлого года. Ранее сообщалось, что крымские власти в этом году ожидают по разным прогнозам от 6 до 7 миллионов туристов. В 2015 году в Крыму побывали 4,5 миллиона отдыхающих. Жители села Крымская Роза Белогорского района возмущены ситуацией, сложившейся в местной амбулатории. Недавно лаборант была переведена в соседний поселок, а теперь увольняют и врача-стоматолога. Таким образом, сельчанам придется обращаться за стоматологической помощью в соседний поселок, который находится в нескольких километрах. Подробности в сюжете Айши Шулаковой. В Крым-Розовской амбулатории общей практики семейной медицины сейчас работает 10 человек. По словам сотрудников, за последние пару месяцев были сокращены либо переведены на полставки несколько сотрудников. Лаборанта и вовсе перевели в поселок Зую, объясняя это тем, что там не хватает кадров. В Крымской Розе она теперь работает только по четвергам. Надежда Шиманская – мать 2 несовершеннолетних детей. Оба ходят в детский сад и перед началом нового учебного года нуждаются в медосмотре. Здесь мы сдавали кровь, все анализы лаборант был. С младшей я уже столкнулась, нужно было проходить. Все, лаборанта уже нет. Мы записались, мы ждали 3 недели, потом мы поехали в ЗУЮ, мы прошли всех врачей, а лаборанта мы 3 недели ждали, чтобы пройти в ЗУЕ. Это разве дело? Нет. Так это мы проходим просто медкомиссию, мы можем подождать. А кому срочно, если человеку плохо, как он может ждать 2 недели, 3 недели? Население Крымской Розы около 2500 человек. Большая часть из них – дети и люди преклонного возраста. Они в первую очередь нуждаются в медицинской помощи. Сахар проверить негде, закрыли эту лабораторию. Зачем вы закрыли? Зачем вы сняли человека, который нам необходимо? Зачем вы трогаете наших врачей всех? Мы без них не можем. Жители села возмущены сокращением врача-стоматолога. Ведь теперь им придется для посещения зубного врача ехать в поселок Зую. А это транспортные трудности и лишние материальные затраты. Расстояние до Зуи больше 3 километров, а водители маршрутных такси не обращают внимания на людей преклонного возраста и часто проезжают мимо граждан льготной категории. Тюльпана Минлиазизова также огорчена увольнением стоматолога. Считает Нурия Исмаилову хорошим специалистом. Мы с зимы, когда не было света, все приходили к ней со своими болезнями. Сидели, ждали, когда будет свет, когда нас примут. Она сидит с утра до ночи, чтобы принять больных. Она начинает с маленьких лялек вот этих, у которых зубки еще не появляются, и лечит всех подряд, безотказная.
очень внимательные, делают зубы прекрасно. Нурия Смаилова 35 лет проработала стоматологом. Она врач первой категории. 9 лет была заведующей амбулаторией в Крымской Розе. Удивлена своему увольнению. Говорит, что 2 месяца назад прошла обучение для получения сертификата российского образца. Обучение длилось около месяца, и стоимость его 14 тысяч рублей. Поэтому приказ об увольнении для нее был как гром среди ясного неба. Ничего не объясняя, расписывайтесь, ваши ставки сокращены. Ну, стали мы смотреть, все ставки стоматологов на 0,5 сократили, а ставку Крым-Розовскую сократили полностью. Для выяснения причины увольнения Нурия Ханым обратилась к главному врачу Центральной районной больницы города Белогорска. Сокращение ставки объяснили тем, что село маленькое и жителям придется обращаться к стоматологу в Зую. Я спросила, говорю, а мне что, вы, может, что-то мне предложите? Она говорит, это ваши проблемы, куда хотите, типа туда и идите. Нурия Ханым считает, что это несправедливо, ведь она столько лет отдала этой профессии. Не я одна в такую ситуацию попала. Наши все врачи в этой ситуации оказались, но у них оставили хоть полставки. По словам местных жителей, сотрудники сельского совета никак не реагируют на события, связанные с амбулаторией. Глава сельского совета в отпуске, а ее заместитель и вовсе отказалась комментировать сложившуюся ситуацию. Наши попытки получить объяснение от заведующей Центральной районной больницы Белогорска Ольги Поклонской не увенчались успехом. После неоднократных попыток побеседовать она согласилась прокомментировать, но только по телефону. Амбулатория находится близко от участковой больницы на расстоянии 2 километра. Согласно приказу Минздравства развития России номер 543-Н, в штатном расписании врачебных амбулаторий должности врача-стоматолога нет. У нас, скорее всего, пока нет. Жители Крымской Розы надеются, что сотрудники Минздрава Республики Крым все-таки пересмотрят свое решение по поводу сокращения сотрудника. Айша Шеловкова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». Школа села Журавки Кировского района нуждается в ремонте. На протяжении 50 лет учебное заведение района капитального ремонта не видело. Здесь несколько раз менялось руководство, но состояние школы оставалось неизменным. Подробнее об этом расскажет Алимека Айбулаева. В общеобразовательной школе села Журавки Кировского района обучается 356 детей. Из них 75% – это крымские татары. По словам директора школы Заремы Киик, учащиеся школы очень талантливые. Они принимают участие в разных конкурсах и занимают ведущие места. На сегодняшний день главная проблема школы – это необходимость в капитальном ремонте. Вы пройдете по нашей школе, вы увидите, что у нас окна в очень плачевном состоянии. Но окна не менялись 50 лет. Как построилась школа, и вместе с ними окна вставлены были, и они не менялись. Они в очень плачевном состоянии. В этом году мы в январе месяце наконец-то получили положительное заключение. У нас уже есть проектно-сметная документация. И нас Госкомнац поставил в программу по адресной помощи социальным объектам. В этом году школа села Журавки, одна из первых в республике, получила лицензию. Для того, чтобы дети могли получать знания в необходимых условиях, родители своими силами заменили в нескольких классах окна. Но всю проблему это не решает. Окна необходимо заменить во всех классах. Мы делаем все возможные движения для финансовой поддержки, для моральной поддержки этой школы. Но сегодня что надо? Через Межнац, у нас сегодня 70% учащихся, обещали или в этом году, или на 2017 год проектную сметную документацию сдали, поменять окна, вот, которые вы видали, полностью заменить на пластиковые окна. Сейчас в классах проводится ремонт за счет средств родителей и школы. Учащиеся верят, что в ближайшее время школа обретет новый внешний вид. Алимека Айбулаева, София Шукурова, Нияз Якубов, телеканал «Миллет». Опасные перекрестки и плохо обозначенные пешеходные переходы, на которые не обращают внимания водители – настоящая проблема Симферополя. Одно из таких особо опасных мест – на перекрестке поселков Луговое и Строгановка. Подробности в сюжете Айши Шулаковой. Как утверждают местные жители, это не дорога, а настоящая гоночная трасса. Огромный поток автомобилей и не меньше пешеходов. Только пропускать людей, несмотря на знак, никто из водителей не торопится. Жителям поселков Луговое и Строгановка ежедневно приходится на свой страх и риск пересекать опасный участок. Когда дорогу переходишь, по 20 минут надо ждать. Когда уже один останавливается, уже начинает второй останавливаться. И не то, что проходишь спокойно,
Зимой как можешь проходить? Бежать приходится, а если упасть можно? Ялтинская объездная дорога республиканского значения, постоянное движение грузовых и легковых автомобилей, а также автобусов междугороднего следования. Помимо этого здесь ездят еще и маршрутные такси, которые сворачивают в сторону села Строгановка. Светофора здесь нет, а знак пешеходного перехода водители зачастую игнорируют. В результате не один десяток ДТП с пострадавшими. Были случаи и со смертельным исходом. Эмине Медулаевой 76 лет. Она проживает в этом поселке много лет. Рассказывает, что 2 года назад на этом пешеходном переходе погибла ее тетя. Ораза Байрама, она шла ко мне. Переходила дорогу, где-то 200-250 метров осталось до тротуара. Со скоростью большой, 100 с лишним километров он ехал, молодой парень. И он ее сбил насмерть. Едут здесь, не соблюдают правила. В поселках в основном проживают многодетные семьи и люди преклонного возраста. Местные жители опасаются за жизнь своих детей. Ведь чтобы попасть в школу, нужно пройти дорогу. И больница находится в Луговом. Родители, дедушки и бабушки детей и внуков, отправляя в школу, молятся, чтобы они вернулись домой целыми и невредимыми. Дети есть дети. Они не смотрят, едет машина или нет, просто перебегают дорогу. Единственным выходом из ситуации местные жители считают установку светофора или строительство воздушного перехода. С просьбой об их установке они обращались почти во все инстанции, но безрезультатно. Наше обращение в ГАИ, Министерство транспорта, Бахареву находится в стадии рассмотрения. Но как долго оно будет рассмотрено? Месяц, 2, год. Мы хотим убыстрить, ускорить, поэтому обратились к вам. На наше обращение в Министерство транспорта Республики Крым мы получили следующий ответ. Данный перекресток будет включен в ведомственную целевую программу развития автомобильных дорог Республики Крым на 2016 год. Работы по установке светофорного объекта будут выполнены до конца текущего года. Айше Шелакова, Асан Зивадинов, Ибраим Ганиев, телеканал Миллет. Аномальная жара возвращается в Крым уже завтра. Об этом сообщают синоптики. Как долго продлится такое повышение температуры воздуха и как спастись от палящего солнца, узнавала наш корреспондент София Шкурова. Жителей и гостей Крыма уже на этих выходных ожидает аномально жаркая погода. Столбик термометра будет на 7 градусов выше среднесуточной нормы, сообщают в Крымском управлении гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Пик жары придется на выходные дни. Температура будет в пределах 33-38 градусов. В степных и предгорных районах будет подниматься до плюс 40. В Крыму действует штормовое предупреждение на сильную жару. Такой характер погоды продлится до понедельника. С понедельника уже погода будет меняться. По Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура понизится на 8-10 градусов. Резкое повышение температуры воздуха может сказаться на здоровье жителей. Врачи обращаются к жителям с призывом быть бдительнее и осторожнее. Велики риски теплового, а также солнечного удара. При высокой температуре воздуха стоит сократить пребывание на открытом воздухе, а также стоит избегать интенсивной физической нагрузки, советует Гульфира Усманова, врач-кардиолог и терапевт. Поэтому постарайтесь избегать места, где есть железо, есть асфальт, есть это, или быть поменьше на воздухе и в таких открытых местах. Кондиционером надо правильно пользоваться. Температура воздуха на улице не должна превышать 10 градусов, даже 7 градусов. Разницы температуры, которую кондиционер может давать. Если это превышает температуру, то очень много проблем со здоровьем. Приходят уже больные люди с бронхитами, с обострением, с вирусными проблемами. Настоящее испытание ждет горожан. От палящего солнца нагревается асфальт. Единственное спасение – островки зелени. Тенистые аллеи и лавочки в парке полны отдыхающих. Впрочем, у жителей Симферополя оказалось немало рецептов спасения от жары. Шляпу одеть, водичку с собой брать, лекарства брать, от давления, от всего. Беречь надо себе, и ходить можно. Думаю, надо носить головные уборы, обливаться водой, чтобы не напекла голову. Пить побольше воды, потому что без воды в летнюю жару это вообще невозможно. Желательно избегать таких моментов, когда жарко. У меня дома кондиционер, поэтому не жарко. Зонтик много пью, и стараюсь не ходить по жаре. По словам синоптиков, высокая температура воздуха продержится в Крыму до понедельника. София Шукурова, Руслан Хохлов, телеканал Миллет. Студенты кафедры истории Крымского инженерно-педагогического университета провели экспедицию в Старом Крыму. Что удалось обнаружить молодым историкам, знает Мавиля Юб.
Каждый год студенты первого курса и преподавательский состав кафедры истории под руководством Эмиля Сейдалиева проводят экспедицию в Салхате, в современном Старом Крыму. Вот уже 6 лет кафедра истории Крымского инженерно-педагогического университета сотрудничает со специалистами музея Государственного Эрмитажа. Они проводят раскопки средневекового города Салхат, столицы Крымского улуса Золотой Орды. Принимали участие в работах на территории медресе, мечети Узбека, несколько лет подряд. Исследовали совместно здесь крепостную стену. Вот эти материалы в работе. Скоро будет, я надеюсь, посвященное этому издание. Исследуем сейчас, кроме всего прочего, Крымскую Кинасу здесь, в этом городе. И вот недавно обнаружили при постройке, при прокладке водопровода, в траншеи под водопровод современный, остатки культурного слоя, относящиеся к средневековому периоду существования города, золотоордынскому времени. Раскопки начались на прошлой неделе. Молодые археологи выявили в ходе раскопок хозяйственные ямы, керамические водопроводные трубы, каменную галерею водоводов и ряд построек, принадлежавших периоду существования города. Пока что мы нашли остов дома вон в том квадрате и трубопровод, который в том квадрате, керамический трубопровод. Также были мелкие находки монет, несколько штук нашли, одну серебряную, несколько медных. Также огромное количество костей разных животных и керамической посуды, остатки керамической посуды. Молодые ученые и в дальнейшем надеются, что новыми находками будут радовать крымчан. В этот раз архитектурных элементов мало, в отличие от той же медресе, комплекса или Кинасы. Там большой архитектурный комплекс, естественно, его открывает архитектурный комплекс, притрагиваешься к истории, да, этого объекта. И достаточно очень интересно. Хочется без перерыва это все делать, быстрее открыть и показать это. В первую очередь самому увидеть и другим показать, как оно все было, как оно выглядело в то время. Самые лучшие впечатления, собственно, которых хватает на целый год вперед. Как говорят, у нас от экспедиции к экспедиции живем. Раскопки – это толчок к изучению и сохранению культурного наследия Крыма. Археологические исследования молодых ученых в Старом Крыму продлятся до конца августа. Мавлея Юплуиза, Мавлют Алиева, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. На этом наш выпуск завершается. Увидимся с вами в понедельник в привычное время. Напомню, в 20:30. Хороших вам выходных и всего доброго.